Многие якутяне сегодня на себе почувствовали, что развитию медицины в республике уделяется большое внимание. Здравствуйте! Вы смотрите передачу «История в настоящем». С вами я, журналист Хлана Ильина. И сегодня мы будем разговаривать о развитии здравоохранения в Якутии. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о том, как развивалась медицина в последние годы. Действительно, за последние 5 лет можно сказать, что рывок есть практически по всем направлениям. Во-первых, 5 лет назад глава республики подписал указ стратегический о десятилетии здоровья, где определил основные базовые позиции. Нами, командой, которая пришла вместе с Александром Сергеевичем, были выявлены те дефициты на основании предложений людей, чего у нас не хватает, чем они недовольны. И, соответственно, несмотря на пандемийный период, вообще само по себе мы определили эти точки и по этим точкам работали. Многие говорят, стены лечат. Да, проведена реконструкция многих объектов. Мы с гордостью говорим о строительстве объектов, которыми являются стройки большие, это тот же кардиоцентр, это переоборудование нового стоматологического центра, это открытие паллиативных отделений, это полная перестройка реабилитационной службы. Такой огромный кардиососудистый центр, аналогичного которого нет на всем Дальнем Востоке. Вы знаете, когда 5 лет назад мы стояли с Александром Сергеевичем в здании старого кардиоцентра и смотрели, где будет эта будущая стройка, было только понимание того, что должны получить федеральные деньги на него. Ну и, конечно же, ставили для себя мечту, и прежде всего глава республики, он очень четко говорил, через 5 лет здесь должен уже здание стоять. О том, что получится все очень четко, быстро. Мы, конечно, сами не ожидали, потому что пандемия все равно вносила свои корректировки. Но спасибо и строителям, и медикам, которые, несмотря на пандемийную историю, все-таки все это отстроили, и сегодня уже механизм заработал. Нам немного осталось для того, чтобы ввести и онкодиспансер. Я думаю, что будут довольны и жители. В прошлом году был введен Республиканский кардиососудистый центр, который позволил снизить смертность от болезней систем кровообращения более чем на 10%. Больница сегодня активно работает над оптимизацией процесса реабилитации больных. Уже совсем скоро кардиоцентр выполнит операцию по пересадке искусственного сердца. Также запущена нейросеть для лучевой диагностики болезней сердца, внедрено внутрисосудистое УЗИ, выполняется удаление тромбов из различных артерий. На сегодняшний день мы вышли на проектную мощность. На сегодняшний день оказываем специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. И благодаря вводу кардиососудистого центра мы в этом году смогли снизить смертность от болезней системы кровообращения на 10,34 единиц. И очень важно использование высокотехнологичного оборудования. С точки зрения технологий и с точки зрения профессиональных вещей мы внедрили практически все новшества, которые есть в России. Нам сейчас нужно еще дальше и лучше работать по качеству, чтобы люди быстрее записывались. И если раньше, например, тот же кардиоцентр, по операциям на сердце можно было попасть в течение только 60 дней, то сейчас уже это довели до 5 дней. Так мы разберем практически каждый кейс, каждую ситуацию и, конечно, сделаем все для того, чтобы было легче. Достижением для себя мы считаем введение единой системы республиканском, достаточно часто вы ее слышали, это единые базы, вообще жителей республики, которые являются застрахованным и прикрепленным населением. И действительно, сегодня можно в любой поликлинике увидеть, как проходит лечение, посмотреть, услышать не только, но и зайдя в РТМИС, согласие пациента, соответственно, посмотреть, проконсультироваться и, в общем-то, знать, как лечат, где лечат и как. То есть, как часто человек обращается. Это дает нам возможность мониторить и последующие, когда человек заболеет, и кроме того, и когда он перенес заболевание, кроме того, профилактировать. Ведь медицина все равно, она держится на профилактике, только в последующем заканчивается реабилитацией.
Сегодня мы говорим о развитии первичного звена здравоохранения. Достаточно много вложено и в развитие центральных районных больниц. Вот те обязательства, которые на себя брали 5 лет, когда были подвергнуты достаточно жесткой критике, связанной с оптимизацией структур здравоохранения, как мы все помним, да, это было 5 лет назад, мы те обязательства, которые брали, мы их все выполнили. То есть там, где должны построить больницы, либо уже построили, либо строим, там, где должны были расширить услуги, там мы их расширяем. При этом вы, наверное, обратили внимание, что во всех учреждениях здравоохранения главные врачи, ответственные сотрудники прям вот с гордостью говорят о том, что у нас вот это новое, у нас вот это инновационное, мы вот это улучшили, да? А вот посмотрите, у нас вот это, а вот эта вот стенка у нас такая, а здесь у нас вот, значит, такое оборудование новое, очень много нового оборудования. А самое главное для нас это благодарные пациенты. Проблема глазных болезней всегда была актуальна в Якутии. В офтальмологии пациенты попадают сначала в диагностический кабинет, где проверяют остроту зрения, давление. После обследования пациент попадает к доктору уже с готовыми данными. Больница тесно сотрудничает с районными больницами. Отбор на оперативное лечение катаракты проводится совместно. Пациенты приезжают в Якутск и сразу госпитализируются. Это очень важно, так как экономится время и средства. У меня это зрение очень плохое было, как туман видели. А сейчас ясно вижу, через окно даже. Ага. Все хорошо, хорошо. Все обслуживание хорошее, отличное. Да, пятница, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, четвертый день. Успешно, что? Без боли всякие. Главный врач офтальмологической больницы Иван Луцкан продемонстрировал гостям новые аппараты российского производства, в том числе и для лечения детей. Недавно провели операцию 14-летнему пациенту. Развивается, что офтальмология, очень рада. А то каждый раз ехать, это не каждому дано, например, да, у нас вот в деревне тоже многие мамочки есть, которые дети с ДЦП. Здесь в своей, как бы на своей земле, да, на родине, как-то более доверяю. С центральными районными больницами у нас проводится отбор пациентов на оперативное лечение катаракты. Эти пациенты готовятся в условиях ЦРБ. Мы знаем точное количество этих пациентов, которые приедут, и готовим под них сразу палату. То есть это может быть 40-50 человек. Они приезжают и сразу госпитализируются. Наша выездная бригада на месте в районе проводит расчет хрусталика, проводит дополнительные инструментальные обследования. Соответственно, пациенты экономят время, деньги на проживание в городе Якутске в рамках ожидания плановой медицинской помощи и получают эту помощь своевременно. В Якутском специализированном стоматологическом центре успешно внедряют новейшие технологии, современные материалы и методы лечения. Это все та же самая поликлиника, которая была на Федора Попова, 16. Мы просто, поменяли здание. Но кроме того, в 2018 году мы объединились с детской стоматологической поликлиникой, взрослая городская стоматология и детская поликлиника. В тот период прошла реорганизация, и после этого вот образовался Якутский специализированный стоматологический центр, где мы сейчас вместе и размещаемся. И детское стоматологическое отделение в составе центра, и взрослое стоматологическое отделение. Количество врачей в детстве увеличилось, штаты увеличили. Да. И, конечно, и пропускная способность деток увеличилась. Вот если говорить о техническом переоснащении, я уже обращала внимание на те новые оборудования, которые есть в офтальмологии. Наверное, для многих из вас было удивление, что у нас и стоматология совершенно вся с новым оборудованием. Да? Просто-напросто нам нужно научиться удерживать конкуренцию с частными. Люди уже привыкли, что в основном всегда непосредственно стоматология оказывается в частном порядке. А у нас достаточно такая достойная, хорошая, современная государственная стоматология. В ней достаточно уютная, и мы, в принципе, ни разу не услышали, чтобы кто-то там плакал, хотя увидели там 14 детей, да, то есть все спокойно принимают, а это значит, там хорошие доктора и услуга оказывается. Ну и, конечно, то оборудование, которое было здесь поставлено и сегодня у вас, значит, в иных центрах, оно
по последнему слову техники, это основная позиция, которую всегда держал глава республики. От того, что мы далеко, это не значит, что нам не должна быть доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Ситуация изменилась в корне и относительно родовспоможения. В перинатальном центре, введенном 5 лет назад, оказывается вся необходимая медицинская помощь беременным, матерям и новорожденным. Мы здесь находимся сейчас в прекрасном здании перинатального центра, который был введен 5 лет назад, и мы уже сегодня видим результаты, которые он дает. А прежде всего, это то, что мы обсудили с коллегами в самом начале, это снижение младенческой смертности за счет правильного выстраивания маршрутизации, потому что как этот перинатальный центр, так и педиатрический центр РБ-1, они выполняют прежде всего функцию учреждений здравоохранения третьего звена и, соответственно, работают со сложными мамочками, которые у нас рожают в районах. Это нам дает возможность сохранять ребятишек. Второе, мы обратили внимание, что здесь коллеги показали те достижения, которые есть в отделении катамнеза, потому что нельзя об этом не говорить, потому что вынашивать 500-граммовых достаточно сложно, и видно, как наши медики радуются тому, когда их ребятишки, благодаря их усилиям, они это видят по своим рукам, все-таки мы снижаем меньшую инвалидность в данном направлении. Кроме того, безусловно, вот этот центр, он у нас центр, в котором прежде всего и мы внедряем и ряд инновационных вещей, прежде всего оформление, например, свидетельства о рождении. Коллеги обратили внимание, что в прошлом году мы были 4-е по Дальнему Востоку, непосредственно тоже хороший результат, но я думаю, что мы его точно улучшим. По выдаче свидетельств 40% свидетельств выдавали в электронном варианте. Я думаю, что это достаточно удобно, и эту услугу государеву мы дальше будем больше продолжать и двигать. И, конечно же, расширение сферы партнерских родов, тогда, когда вот сегодня для меня тоже было удивительно, что кроме пап приходят рожать, даже бабушки приходят рожать вместе с мамочками, даже подруги, для того, чтобы поддержать. Это очень такая история достаточно позитивная в целом для якутян. Неудивительно, что у нас родился миллионник. Несмотря на нынешние сложные экономические условия, реконструируются, строятся новые объекты здравоохранения. Так, за последние 5 лет построено 6 районных больниц, 65 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, отремонтировано 124 медицинских учреждения. И эта работа продолжается каждый день во благо каждого пациента, жителя Якутии.